встречу по некоторым вопросам, которые нам необходимо обсудить как текущего порядка, так и перспективного характера. Безусловно, нам сегодня в первую очередь необходимо с вами обсудить моменты, связанные с реализацией нашего практикума по школе современного учителя. Это первое. Второе, некоторую информацию обсудить, связанную с участниками практикумов и той модели, которую мы предлагаем в рамках участников, слушателей курсов, для того, чтобы они могли все-таки каким-то образом пройти полный курс практикума. Ну и второй наш участок работы будет посвящен личному кабинету индивидуального образовательного маршрута на платформе ИОМов. Значит, уважаемые коллеги, несколько слов хочется сказать о том, что мы благодарим всех муниципальных координаторов, руководителей образовательных организаций, которые активно подключили своих педагогов к обучению на практикумах. Еще раз напоминаем вам, что данная информация о том, кто у нас учится на практикумах и кто не приступил к практикуму, еженедельно отправляется в Министерство образования, науки и молодежной политики, поэтому нам бы хотелось, чтобы все-таки ситуация она выровнялась уже ко второму модулю. Тем не менее, у нас все-таки есть серьезные основания говорить о том, что некоторое количество участников данных курсов не приступили к обучению. Я предоставляю слово Туркиной Севиль Валерьевне, она осветит данный вопрос, ну и, соответственно, даст какие-то рекомендации. Пожалуйста, Севиль Валерьевна. Спасибо, Светлана Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, хотелось бы актуализировать еще раз информацию по практикуму, который идет по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя». Первый модуль данных практикумов стартовал с 6 октября, и сегодня он завершается до 15 октября по некоторым из учебных предметов. Остальные немножко чуть ранее даже завершили, до 14 октября было по некоторым предметам. Что хочется сказать, анализируя данные слушателей, которые загружали свои работы, непосредственно выходили в онлайн-подключение по данным практикумам. Не все слушатели имели возможность. Мы прорабатывали практически с каждым слушателем и просили также вас проработать с каждым слушателем о том, чтобы все-таки данная возможность была организована пройти именно при онлайн-подключении. Непосредственно выгрузка по всем учебным предметам, присутствие или отсутствие на данных практикумах будет направлена вам сегодня в адрес муниципальных координаторов, и вы непосредственно можете просмотреть еще раз фамилии тех слушателей, которые не смогли по каким-то причинам приступить. Хотим вас проинформировать также дополнительно, что с понедельника, с 18 октября, стартует уже второй модуль практикумов. И все наши слушатели, они должны быть подключены также на него. Если слушатель не успел пройти по каким-либо причинам первый модуль, мы для него готовы организовать для таких слушателей второй поток обучения. Расписание второго потока данного обучения будет направлено вам дополнительно. То есть это будет онлайн-консультация непосредственно тьютера и направление, скорее всего, видеозаписей самих занятий практикумов. То есть данные слушатели, они продолжают учиться на втором модуле, догоняя первый модуль одновременно. Расписание по второму модулю доступно будет вам также по той ссылке, на которую вы выходили и непосредственно ознакомливались с полным расписанием. Вы видите, эта ссылочка будет, а также она активна в расписании в формате Word, второй модуль и в самый крайний правый столбик. Дополнительно всем слушателям программы мы направим также уведомления о том, что у них продолжается, точнее, данный практикум, для того, чтобы они могли непосредственно ознакомиться с расписанием конкретно на второй модуль. На этом у меня все. Я думаю, что проанализировав данные итоги, данную информацию, вы сможете лучше сориентироваться и отработать конкретно уже с теми слушателями, которые не смогли по каким-либо причинам подключиться до этого момента. Да, коллеги, информация о том, что у нас запускается второй модуль с 19 числа, мы обязательно вам разошлем и также разместим на сайте нашего института. Севиль Валерьевна, она как бы очень в общем сказала о том, какое количество у нас специалистов на сегодняшний день не приступили к обучению.
А мне бы хотелось более подробно остановиться на этом вопросе и еще раз вам напомнить о том, что вся информация о неприступивших к обучению на первом модуле, она еженедельно подается как сводка в Министерство образования, науки и молодежной политики. Коллеги, даже без этого момента хочется сказать, что на сегодняшний день у нас 129 педагогов не приступили к обучению. И еще очень бы хотела сказать, что такие проекты, они, в общем-то, не последний раз идут. Нам тоже очень сложно работать с большой базой обучающихся в Академии Минпросвещения. То есть мы каждого должны практически рассмотреть, понять, откуда он, будет он учиться, не будет он учиться. Поэтому на сегодняшний день мы такую работу организовали, дошли почти до каждого с выяснением причин, почему педагоги у нас не подключаются к нашему практикуму. Причины очень разные. Но до этого бы мне хотелось еще сказать один момент, что когда мы подаем списки на обучение по курсам Минакадемии, вернее, Академии Минпросвещения, мы должны понимать, что эти слушатели обязательно должны пройти обучение. В настоящее время мы подготовили примерный список из, по-моему, 15 человек, которые по уважительным причинам, разным тем или иным, они сегодня не могут вообще приступить к обучению в принципе, не только на наших практикумах, но и завершить обучение на курсе «Школа современного учителя». Поэтому давайте мы все-таки договоримся. Первое – это давать конкретные списки уже хотя бы с минимальной гарантией того, что данные педагоги, они учиться будут и дойдут до конца. И второе, если вы все-таки понимаете, что какая-то часть педагогов у вас не сможет учиться по уважительным причинам, просим оперативно Севиль Валерьевне эту информацию направлять, чтобы мы в такой ситуации не оказывались, когда мы не можем довести конкретного человека до итогового конца. Ну и я бы хотела сказать, что на сегодняшний день у нас из 32 учителей биологии не приступили к обучению 13, из 37 учителей географии не приступили к обучению 18, из 36 учителей истории не приступили к обучению 17, из 47 учителей литературы не приступили к обучению 34. Но литература у нас заступила чуть позже, поэтому здесь, может быть, не всегда еще точный список, но тем не менее. Из 32 учителей физики не приступили к обучению 10 человек. Из 30 учителей химии не приступили к обучению 15 человек. Из 32 учителей обществознания не приступили к обучению 11 человек. Из 43 учителей математики не приступили к обучению 11 человек. Итого, без учителей русского языка, которые у нас приступили к обучению чуть позже, мы их как бы пока еще не рассмотрели точно каждого, у нас на сегодняшний день 129 человек, это 44,6%, не приступили к обучению. Коллеги, это не очень, будем так говорить, хорошая ситуация, которую нам всем нужно исправлять. Следующий момент, о котором говорила Севиль Валерьевна, это вторая волна тех, кто не приступил к обучению, вот этих 129 педагогов. Уважаемые коллеги, мы даем возможность все-таки влиться во второй модуль наших практикумов по школе современного учителя. Поэтому мы предлагаем некоторое расписание, которое поможет тем учителям, которые все-таки не прошли наш первый модуль практикума совершенствования предметных компетенций. Мы предлагаем влиться и догнать с точки зрения доступа к записи занятий первого модуля, онлайн-консультации и выполнения различных итоговых заданий. И уже вот в период с 19 по 22, по-моему, октября мы даем такую возможность слушателям, которые не приступили к обучению на практикуме, еще раз догнать и уже стартовать во втором модуле одновременно. Наша задача заключается в том, чтобы не отчислить
учителей, а наоборот, связаться с каждым и обеспечить каждому практически индивидуальное сопровождение. Поэтому, уважаемые коллеги, муниципальные координаторы, мы очень вас просим все-таки также поработать, как и мы, с каждым, и посмотреть, то есть мы можем дать возможность каждому нашему учителю пройти эти практикумы в том или ином режиме, то есть в режиме ли такого характера поступательного, то есть даже у каждого педагога будет возможность пройти все 3 наших практикума в определенный промежуток времени. То есть наша задача сопроводить каждого педагога в реализации данных практикумов. Поэтому давайте, коллеги, общими усилиями мы каким-то образом будем наших педагогов рассматривать с точки зрения завершения этого курса «Школа современного учителя» и сдачи итоговой аттестации, которая уже будет проходить непосредственно в Академии Минпросвещения. Еще раз, коллеги, напоминаю, что после первого нашего модуля руководители кафедр уже на следующей неделе проведут небольшое совещание с обзором, тьюторы и руководители кафедр проведут небольшое совещание с обзором обучения на модуле и с учетом сдачи итоговых тестов. Ну и, соответственно, мы также будем вас информировать о том, как продвигаются дела и как наши слушатели подключились во вторую волну обучения. Хочу сказать, что мы, в общем-то, сделали практически все для того, чтобы все-таки все 336 педагогов успешно завершили наши практикумы. Это наш первый как бы такой шаг, который говорит нам о том, что наша задача обеспечить обучение каждого учителя на определенных практикумах. И если мы проанализируем эту ситуацию, то самые активные у нас были учителя математики и учителя физики, коллеги. Поэтому благодарим всех, кто активно поработал, прежде всего наших тьюторов, которые провели данные занятия в онлайн-режиме. Ну и надеемся, что мы доведем нашу деятельность до 20 ноября с успешным завершением и поможем нашим педагогам пройти итоговую аттестацию и завершить обучение на школе современного учителя. Спасибо большое. По этому вопросу все. И еще хотела сказать, что в настоящее время мы направили письмо на Министерство образования, науки и молодежной политики с тем, чтобы все-таки еще раз напомнить о том, что на данных практикумах необходимо пройти обучение всем учителям по 9 предметам. Коллеги, на этом все у меня по первому вопросу. И второй вопрос будет касаться у нас личного кабинета педагога по индивидуальному образовательному маршруту. Я вам хочу представить Ольгу Васильевну Пинаевскую. Это методист Центра непрерывного повышения профессионального мастерства. Ольга Васильевна у нас будет заниматься непосредственно платформа «Индивидуальный образовательный маршрут педагога». И точно так же, как Севиль Валерьевна доходит до каждого нашего учителя, до каждого педагога, Ольга Васильевна будет доходить до каждого, кто сегодня непосредственно уже работает и заведен, и участвует в построении своего индивидуального образовательного маршрута. Поэтому Ольга Васильевна у нас заступила. Я думаю, что все вопросы, которые будут приходить, и материалы, которые будут исходить от Центра непрерывного повышения профессионального мастерства, они уже будут идти непосредственно с контактами Ольги Васильевны. Ну, и мне бы хотелось несколько слов сегодня сказать о перспективах развития и модернизации нашей платформы «Индивидуальный образовательный маршрут педагога». Прежде чем я несколько слов об этом скажу, мне бы хотелось дополнить тот момент, что мы ждем ваших предложений о том, насколько удобно работать в индивидуальном образовательном маршруте, насколько данная платформа вас устраивает, что там нужно дополнить, заменить и так далее. Да, пожалуйста, двигаем. Еще раз для тех, кто только к нам подключился, или еще раз в напоминание всем, кто работает с платформой «Личный кабинет педагога», мы ее представляем. Она располагается по электронному адресу, который здесь указан. Я думаю, что те, кто с ней знаком, кто еще не знаком, то советую всем муниципальным координаторам все-таки популяризировать эту платформу. Это не связано с тем, что мы хотим каким-то образом, в общем-то,
сделать какой-то масштабированный охват. Это связано прежде всего с тем, что задача Центра непрерывного повышения профессионального мастерства – это все-таки индивидуальное сопровождение непрерывного развития каждого педагога. Поэтому очень важно еще раз с этой платформой познакомиться, зарегистрироваться и непосредственно уже работать на этой платформе. Далее, пожалуйста. Личный кабинет педагога сегодня на платформе единого образовательного маршрута имеет свой интерфейс, и на сегодняшний день мы уже можем сказать, что у нас более 600 зарегистрированных участников. То есть это достаточно большое количество, которые сегодня прошли регистрацию и, в общем-то, непосредственно работают со своим индивидуальным образовательным маршрутом. Как мы уже говорили, регистрация, которая проходит через платформу индивидуальный образовательный маршрут и личный кабинет педагога, она отражается непосредственно в профиле, да, специалиста и в учебных занятиях. Очень важно, чтобы наш личный кабинет стал виртуальной площадкой для обмена профессиональной коммуникации и обмена опыта. И основная цель, которую мы для себя ставим, это прежде всего сделать такой электронный информационный ресурс, который бы был в помощь нашим педагогам прежде всего. И второе, это создан был для того, чтобы быть вот такой хорошей виртуальной площадкой, таким хорошим помощником в личном кабинете, чтобы каждый педагог мог им успешно пользоваться. И на сегодняшний день мы предполагаем, что в нашем личном кабинете будет дополнены такие вкладки, как общение, с переходом сразу на чат, то есть в каждом личном кабинете будет вкладка общения и вкладка материалы. Вот уже сегодня совершенно необходимо понимать, что для того, чтобы личный кабинет педагога был таким хорошим инструментом, очень важно размещать определенные материалы не только характера общего, например, нормативно-правовые материалы, но и материалы, которые связаны с непосредственным выбором педагогам того или иного направления. Поэтому, как мы предполагаем, уже в самом личном кабинете такая вкладка, как материалы, которые соотносят то мероприятие, которое сейчас будет проходить, с непосредственным знакомством, что ли, да, с этими материалами самого педагога, они будут размещаться в этой вкладке. Дальше, поскольку мы уже очень четко понимаем, насколько личный кабинет педагога должен работать и как создается индивидуальный образовательный маршрут, очень важно понимать, что на сегодняшний день на нашей платформе не развернут пока еще блок профессиональной диагностики. Это очень важный показатель, важный блок, то есть также идут два направления. То есть первое направление профессиональной диагностики – это то направление, когда непосредственно, самостоятельно каждый педагог, который зарегистрировался на этой платформе, он проходит профессиональную диагностику различного характера. Может быть, даже имеет место быть выбор прохождения профессиональной диагностики. И второй момент – это когда уже в личном кабинете педагога появляется диагностика, которая закрыта от всех, она появляется только в личном кабинете по результатам процедур и исследований ФИОКа. Непосредственно далее самостоятельно, либо с помощью назначенного индивидуального маршрута тьютера педагог входит в свой профиль и уже видит свой индивидуальный образовательный маршрут, и если у него не получается еще увидеть свой профессиональный маршрут, он может выбрать из тех направлений, которые у нас есть непосредственно на платформе. И, безусловно, в этом отношении уже при прохождении тех или иных мероприятий индивидуального образовательного маршрута педагогу оказывается тьюторская помощь или тьюторское сопровождение. И непосредственно также может здесь быть общение, которое может возникать с точки зрения здесь и сейчас.
Поэтому мы на сегодняшний день также планируем на верхней панели в меню, в навигации все-таки установить линию профессиональной диагностики в разных вариантах, то есть то есть диагностика не одного какого-то однородного характера, а, например, разная диагностика, возможно, первично она будет рассмотрена с точки зрения предметной, функциональной, предметной компетенции, методической компетенции и, например, функциональной грамотности. То есть здесь нужно будет посмотреть, как это будет проходить. Далее, здесь мы также предлагаем все-таки, поскольку платформа личного кабинета индивидуальных образовательных маршрутов, она имеет место быть как единая платформа, аккумулирующая все мероприятия, связанные с федеральным, региональным и муниципальным уровнем, то вот этот перечень учебных занятий, как он здесь назван у нас, он будет пополняться мероприятиями разного уровня, то есть более значимыми мероприятиями. То есть на сегодняшнее наша задача, предположим, тех специалистов, которые уже прошли повышение квалификации на курсах Академии Минпросвещения, заводить на нашу платформу индивидуальных образовательных маршрутов. Соответственно, те мероприятия, которые проводятся Академией Минпросвещения, такие интересные мероприятия в рамках определенных проектов, в рамках семинаров «Вектор образования», да, когда через свой личный кабинет каждый педагог может зайти и сразу попадать по ссылочке на мероприятие, которое проводит Академия Минпросвещения. И, безусловно, мы можем разместить те мероприятия муниципального уровня, то есть значимые мероприятия, масштабные мероприятия, которые необходимо каким-то образом аккумулировать с точки зрения подключения и участия в нем различного спектра педагогов. Вот здесь вы видите различные направления данных мероприятий, они постоянно пополняются, ежедневно практически они пополняются. На сегодняшний день здесь уже 254 мероприятия. То есть мы предполагаем, что здесь какая-то выстроится еще определенная классификация для того, чтобы было очень удобно педагогу заходить и видеть вот ту линию, которая сегодня может быть рассмотрена с точки зрения различных уровней, федерального, регионального и муниципального уровня. Вот как предложение, вы всегда можете свои предложения нам направить, и мы постараемся их учитывать. Далее, очень важно здесь на платформе «Индивидуальный образовательный маршрут» в личном кабинете здесь представлены уже те специалисты, которые сопровождают индивидуальное непрерывное развитие наших педагогов. Но мы понимаем, что должна быть возможность непосредственно у каждого педагога, который заходит в индивидуальный образовательный маршрут, в личный кабинет, должна быть возможность получить определенную консультацию. То есть поэтому с учетом такой направленности мы предполагаем, что это будет такой сервис, который будет помогать очень быстро, оперативно либо задать вопрос письменно, либо сразу получить консультацию с точки зрения звонка, потому что есть очень важные моменты, либо записаться на консультацию, и уже непосредственно методист видит этот график и связывает тьютера с вами. То есть вот такая линия перспективного направления, которая также сопровождает нашего педагога, непосредственно связь с тьютером, непосредственно связь с координаторами. Это очень важная линия. Я думаю, что мы тоже также ее разработаем и в индивидуальный образовательный маршрут, в личный кабинет педагога ее введем. Далее мы попадаем с вами в те мероприятия, которые непосредственно уже выступают в качестве мероприятия индивидуального образовательного маршрута в личном кабинете педагога. То есть как строится маршрут? Маршрут строится в виде вот таких вот определенных мероприятий, да? Это семинары, вебинары, мастер-классы, различного рода конференции и так далее. Соответственно, вот выбирая свою цепочку индивидуального образовательного маршрута, у каждого специалиста есть возможность записи. Вот вы видите вкладочку «Записаться». Но уже непосредственно, когда данное мероприятие пройдет и уже его прослушает, да, специалист, учитель, педагог, то будет возможность прикрепления различных материалов, то есть
по этому мероприятию будут прикрепляться материалы, либо сам педагог, учитель может прикрепить материалы. И точно так же будет вкладочка «Написать отзыв». То есть мы предполагаем, что после каждого мероприятия по желанию самого учителя, либо по как бы запросу, наверное, тьютера, да, возможно, будет вариант как бы составления отзыва на то или иное мероприятие с точки зрения не просто хорошо-плохо, не просто понравилось, не понравилось, а с точки зрения уже профессионального отзыва на тот результат, который непосредственно был выбран самим педагогом в качестве элемента индивидуального образовательного маршрута, каким образом происходит вот такая составляющая отзыва. Далее, уже непосредственно в самом личном кабинете при выборе маршрутизации, то есть индивидуального образовательного маршрута, здесь очень важная составляющая, которая будет касаться именно контроля или самоконтроля за выполнением или прохождением или реализацией индивидуального образовательного маршрута. Очень важно на сегодняшний день понимать, что есть и будет разработан большой блок контрольно-измерительных материалов, или он будет разработан уже внутри каждого мероприятия, либо этот блок будет разработан конкретно, представлен тьютором по тому или иному направлению, или этот блок контрольно-измерительных материалов будет представлен в общем формате. Так или иначе, именно эта составляющая будет выступать в качестве заключительного, наверное, да, участка завершения обучения на индивидуальных образовательных маршрутах. То есть мы предполагаем, что здесь могут размещаться, и будем мы их размещать, две такие большие вкладки. Это пройти тест или выполнить итоговое задание, или просто выполнить задание. То есть таким образом при прохождении полностью индивидуального образовательного маршрута педагог непосредственно заходит на контрольные мероприятия или на контрольные задания, выполняет своего рода те тестовые задания или те практические задания, которые ему необходимо будет выполнить, и непосредственно завершает свой маршрут. То есть не надо думать о том, что индивидуальный образовательный маршрут – это лишь только посещение мероприятий. Нет, есть определенного рода контрольные мероприятия, которые педагог выполняет, ну и непосредственно завершает свой индивидуальный образовательный маршрут. Уважаемые коллеги, вот то, что сейчас мы говорим, это, конечно, еще перспектива нашей деятельности. Сейчас, вот в настоящее время, мы только сделали несколько шагов. То есть первый шаг – это мы усовершенствовали линию регистрации, то есть это самозапись на наши мероприятия, и это непосредственно регистрация методистом Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических кадров или тьютором. То есть когда есть рекомендации тьютора завести данного педагога, учителя на индивидуальный образовательный маршрут. И вот мне сразу хочется сделать связь с теми, кто не приступил к обучению по школе современного учителя. Мы отслеживаем постоянно и делаем эту выборку, и мы понимаем, что возможно, да, с вашей рекомендацией, с рекомендацией тьютера, все-таки мы будем пытаться заводить тех, кто не приступает к обучению, на индивидуальные образовательные маршруты для того, чтобы не потерять тот блок работы, который уже пройден нашим учителям на курсах Академии Минпросвещения, не только по этим курсам, а вообще по любым другим курсам. И второе, для того, чтобы каким-то образом сопроводить его с точки зрения выбора тех мероприятий, маршрутизации, которую можно помочь ему выбрать, а также получить определенного рода доступ к материалам, к вебинарам, к записи, а также доступ к различным контрольно-измерительным материалам, а также доступ к консультациям, онлайн-консультациям и консультациям дистанционного характера. Поэтому вот такая составляющая, которая непосредственно как бы говорит о перспективе, и я думаю, что мы постараемся еще эту линию продвигать вперед, и вас постоянно будем информировать уже о том, что мы сделали в рамках индивидуального образовательного маршрута в личных кабинетах наших педагогов для комфорта, удобства
и для того, чтобы индивидуально сопроводить каждого нашего педагога с точки зрения прохождения его индивидуального образовательного маршрута. Ну и хочется сказать, что вот поскольку уже мы тут к окончанию подошли, к тому, что педагог завершает свой индивидуальный образовательный маршрут, хочется сказать, что по желанию самого педагога маршрут может быть продлен, он может быть рассмотрен с точки зрения его темы самообразования, он может быть сконструирован с тех пожеланий, которые идут с двух сторон, с точки зрения тьютера по сопровождению и с точки зрения самого педагога. То есть как бы таким образом он может постоянно корректироваться. В этом плюс платформы нашей, потому что он не задается единожды, и он не такой жесткий, можно так сказать, да, для того, чтобы специалисты могли действительно его завершить с точки зрения вот такой вот хорошей методической поддержки, методической помощи. Ну и мне хочется также призвать муниципальных координаторов, руководителей образовательных организаций, управленческие команды к тому, что если у вас появляется предложение, пожелание по индивидуальному образовательному маршруту, если мы как бы вот совместно какими-то усилиями, да, постараемся сделать все для того, чтобы мы могли сопровождать реально наших педагогов, то это, конечно, будет очень хорошо и только в пользу повышения профессионального уровня развития наших педагогов. Так, мы пропустим. Еще вот я хотела здесь остановиться на слайдике о том, что очень важным компонентом и практически обязательным компонентом в каждом индивидуальном образовательном маршруте является стажировка либо область практики. То есть, безусловно, мы понимаем, что вот сейчас уже наши педагоги проходят практикум, поэтому данные практикумы, они будут повторяться, они будут идти практически постоянно, непрерывно. Мы постараемся такой опыт сейчас нарастить, и эти практикумы и стажировки, они будут идти непрерывно и постоянно для того, чтобы каждый педагог, который непосредственно уже зашел в этот практикум или попал на стажировку, он автоматически будет попадать в индивидуальный образовательный маршрут для того, чтобы, если он пришел к нам со стажировки либо практикума, мы помогли ему дальше продвигать его дальнейшее совершенствование профессиональных компетенций. Или если он уже у нас учился, то, соответственно, он выходит на этот блок стажировки и практикума, ну и непосредственно каким-то образом продолжает свой индивидуальный образовательный маршрут. То есть таким образом стажировка и практикумы, они будут идти постоянно, непрерывно, ну и, соответственно, будут являться тем инструментом, которые будут помогать учителям больше как бы разбираться в тех и совершенствовать свои профессиональные компетентности в области предмета, методик, ну и функциональной грамотности в том числе. Поэтому, коллеги, это очень важный компонент, о нем тоже мы как бы сегодня заявляем. Так, коллеги, вот как бы на сегодня я завершила свое выступление. Очень как бы хотелось бы, чтобы вы все-таки не оставались равнодушными к усовершенствованию нашей информационной платформы. Мы ежемесячно практически проводим серьезный анализ зарегистрировавшихся на наших индивидуальных образовательных маршрутах, на нашей платформе. Мы хотим сделать личный кабинет педагога серьезным инструментом для совершенствования своего профессионального уровня. Для того, чтобы как бы личный кабинет педагога, он был постоянно под рукой у каждого учителя. И если у него на данный момент возникают определенные сложности профессионального характера, чтобы он всегда мог к нему обратиться, найти то мероприятие, которое ему сегодня поможет снять свои дефициты, устранить какие-то проблемы, ну и непосредственно двигаться дальше. Еще раз напоминаю, с платформой индивидуальных образовательных маршрутов у нас будет работать Ольга Васильевна Пинаевская, наш методист центра. Непосредственно вот уже составление индивидуальных образовательных маршрутов, работа с тьюторами, с вами, уважаемые муниципальные координаторы, она уже будет более насыщенной, что ли, я бы так сказала, более интересной. Ну, и есть вопросы, давайте мы на вопросы поотвечаем. Да, есть вопросы у нас? Угу. Так, вот я вижу вопрос. 13 октября по предмету литература и 14 октября по предмету русский язык,
физика, практикум не состоялся. По выложенной ссылке подключения не было. Как быть слушателем, потому что ни по их вине не было связи с тьютором. Был у нас такой факт. По-моему, 14 октября по физике, да? 13 октября по литературе и 14 октября по русскому языку. По русскому языку, вижу, да? Да, ну вот по литературе, как я имею представление, дело в том, что тьютер выкладывал информацию, да, в записях, ну, по ссылкам в Ютубе. И по физике один день действительно была тоже работа для самостоятельного изучения, она была направлена, эта информация, всем слушателям программы. И так как там новый тьютер, который должен был реализовать, да, данное занятие, но в связи с тем, что он выходил именно на больничное, вот это вот одно занятие, оно проходило по самостоятельному изучению. Но непосредственно сам итоговый контроль по физике, он должен был состояться, конечно, сегодня. По-моему, у них идет 15:30. Ну, коллеги, раз такой факт произошел, как бы мы все понимаем, что практикумы и тьютеры наши, они тоже находятся в такой вот, как скажем, оперативной, что ли, да, ситуации. Это тьютеры, это такие же педагоги практики, которые работают непосредственно в школах. То есть все может измениться. И, безусловно, бывают сбои, как и у всех, поэтому мы вынуждены перед вами извиниться за технические сбои, за то, что наши специалисты частью заболели на сегодняшний день. Вот, поэтому здесь мы ситуацию держим под контролем, и, как сказала уже Севиль Валерьевна, учителя были извещены о том, что сегодня они проходят самостоятельно материал. Если необходимость все-таки есть еще раз вернуться к этому вопросу и предоставить возможность записи, то непосредственно мы в расписании второй волны практикумов по первому модулю, который у нас проходил по предметной компетенции, мы это учтем, доведем до вашего сведения эту информацию. То есть возможность такая будет. Вот, поэтому, если необходимо будет все-таки в рамках практикумов первого, второго и третьего модуля организовать дополнительное какое-то онлайн-консультирование с тьютерами, об этом, наверное, тоже нужно подумать. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, связанные с онлайн-консультированием непосредственно по тем предметам, по которым, ну, вот вы считаете, что, да, недостаточно было содержания, может быть, да, общения, выполнения каких-то практических заданий, то хорошо, мы эту ситуацию учтем и, возможно, вот уже в какие-то дни поставим онлайн-консультирование, как только договоримся с нашими тьютерами именно на консультацию по тем или иным вопросам, по тем или иным заданиям, которые необходимо представлять, или дадим возможность еще подготовиться к итоговому зачету по первому, второму и третьему модулю. Это мы все будем учитывать, да, коллеги. Спасибо за вопросы, вопросы нужны. Так, обязательно, благодарю за интересную, обязательно продолжим самообразование по ИОМ. Да, коллеги, мне бы хотелось, чтобы все-таки мы еще раз все вместе с серьезными усилиями популяризировали нашу платформу, потому что она действительно неплохая. Мы, еще раз повторяю, будем ее постоянно совершенствовать и надеемся, что все, кто проходит через личный кабинет индивидуальных образовательных маршрутов, они будут как бы получать достаточно серьезную поддержку. Но еще бы мне хотелось сказать, что все, кто проходит по индивидуальным образовательным маршрутам повышения своего профессионального уровня, все они документально будут зафиксированы нами, Центром непрерывного повышения профессионального мастерства. И так же, как и с учителями, которые учатся по курсам Академии Минпросвещения, точно так же будет держаться связь со всеми вами, кто зарегистрирован и проходит совершенствование, наверное, своего профессионального уровня в индивидуальных образовательных маршрутах. Вопрос. 11 октября я записалась на курсы по математике в личном кабинете. А что дальше, непонятно. Значит, уважаемые коллеги, хорошо, что вы нас информируете. Действительно, у нас есть небольшая техническая проблема с тем, что мы сегодня должны нашу платформу индивидуального образовательного маршрута соединить с платформой повышения квалификации для того, чтобы каждый специалист мог там еще пройти именно такую запись для того, чтобы понять, какие документы нужно прикрепить,
на обучение, да, для того, чтобы там прикрепить договор об образовании, об обучении, извините, и так далее. Но пока у нас такая техническая связь немножко еще нарушена, поэтому тоже приносим свои изменения за неудобства. Я думаю, что Ольга Васильевна в ближайшее время все проанализирует, кто записался на курсы, и непосредственно с вами свяжется для того, чтобы мы могли оперативно вас уже направить в состав слушателей курсов повышения квалификации по математике. Кстати, курсы планируются, они будут, поэтому надеемся, что все сложится, и вы попадете на данный курс. Спасибо большое за вопрос. Так, дальше. Ага, про интернет. Ну, коллеги, мы ведь специально создаем вопрос такой, что спасибо, будем работать и в отдаленных местах будет работать интернет без проблем. Да, мы понимаем и знаем эту ситуацию, что у нас есть некоторые сложности с интернетом, поэтому мы сейчас используем все каналы связи. Вы можете оперативно писать на электронные почты нам, вы можете оперативно звонить по телефону, который будет указан в письмах, которые мы направляем. Вы можете оперативно взять контактную информацию на сайте нашего центра. То есть как бы оперативно наши специалисты всегда будут связываться с вами. И надеемся, что мы также через нашу платформу «Индивидуальный образовательный маршрут» будем, в общем-то, совместно работать и двигаться дальше. Угу. Да, вот я вижу, ответили, спасибо, буду ждать. Да, спасибо вам, хорошо, что вы написали, потому что не всегда вся информация стекается на выгрузку, поэтому мы очень рады, что мы сейчас так пообщались. Угу. Коллеги, еще какие-то вопросы есть? Можете написать. Ну, еще раз хочу напомнить всем муниципальным координаторам, тем, кто все-таки еще не так тщательно, наверное, да, изучил подключение своих слушателей к практикумам. Еще раз повторяю, практикумы у нас начинаются, но не заканчиваются. То есть сейчас мы первый цикл даем по школе современного учителя, и дальше эти практикумы будут продолжаться. То есть они будут непрерывными по всем предметам, которые непосредственно у нас есть. Поэтому, коллеги, ждем ваших предложений, пожеланий и всего доброго. Если у моих коллег нет дополнений, пожеланий. Все, коллеги, спасибо всем большое. Еженедельно встречаемся. Спасибо.